Лето в Крыму в самом разгаре. Пляжи популярных курортов полуострова готовы к летнему сезону. Набережные, обустроенные зоны отдыха, уютные кафе и рестораны готовы встречать самых дорогих гостей – туристов. Однако на набережной Ялты сегодня не так многолюдно. Начало нынешнего курортного сезона в Крыму пока не оправдывает ожиданий. К примеру, Алушта и Ялта, традиционно заполняемые туристами уже в мае, сейчас в разгар июня непривычно немноголюдны. Нет толкотни на пляже, а в ресторанах, в кафе и вовсе пусто. По словам местных жителей, гостей в Крыму в этом году совсем мало. В том году, вот именно с начала июня были пляжи вообще полные, даже не это. А в этом году немножко людей меньше, конечно, но я думаю, это потому, что самолеты не летают. Если бы самолеты, просто в поезда, все билетов нету, люди не могут добраться. И машины, вот только причина в этом. Так что я думаю, что наладится. Людей, естественно, меньше. Но на это есть свои причины. Не очень много народу. Вот так мы прошли сейчас по набережной, людей не очень много. А с чем это связано, как считаете? Ну, с чем связано? Может быть, погода. Еще люди никак не приехали, не созрели, наши отдыхающие. Может быть, с этим связано. Может быть, еще связано то, что у нас не работает аэропорт на данный момент. Ну, все вместе. Владельцы торговых точек и кафе еще в мае начали свою работу, надеясь на большой поток отдыхающих. Однако и они отмечают, что сегодняшние показатели по количеству туристов далеки даже от прошлогодних, когда действовали коронавирусные ограничения. Очень мало в этом году вообще людей. Ну так, туристы есть. Но спроса никакого нет. Мало очень. Предпринимателям тяжело сейчас выживать. Мы не ожидали, что такое лето будет. Ну, надо жить дальше. Надо жить и выживать. Мы же не думали, что вот так лето придет и вот такое оно будет, вот этот год. В прошлом году в это время уже было очень много народу. Сейчас тут совсем нет. Но, видимо, с ситуацией в стране, я так думаю. Боятся летать, аэропорты закрыты. На поезде не каждый едет. Боятся ехать, я думаю, так. Владельцы кафе, ресторанов и других объектов сферы обслуживания обеспокоены сложившейся ситуацией, опасаясь, что притока туристов не будет и в июле, и в августе. А это отразится на жизни местных предпринимателей, ведь курортный сезон – их единственный заработок. Отразится, конечно. Чем меньше отдыхающих, это, естественно, отразится. Ну, по-моему, это сейчас везде, по всей стране. Впрямую отразится, потому что люди здесь зарабатывают этим сезоном. Так что я не знаю, как они зиму будут жить. Отдыхающих совсем мало, совсем. И прибыли катастрофически, нет, можно сказать, у всех. В течение дня нашей съемочной группе все же удалось встретить у моря беззаботно гуляющих и восхищенных отдыхом в Крыму туристов. Как оказалось, ради этого им пришлось проделать тяжелый путь. Ведь сегодня попасть на полуостров не так-то просто. Аэропорт Симферополя по-прежнему закрыт. Поэтому добраться сюда можно лишь поездом, автобусом или на личном автомобиле. В Крым добирались очень тяжело. Во-первых, нету поездов, мало. Самолеты не летают. В Воркуту ехали. Двое суток на 3 поездах мы добирались. Это очень плохо. В этом году я, в общем-то, купила последний билет. Вот, потому что у меня уже была путевка в санаторий, и мне нужно было срочно на поезд купить билет. Вот. Этот последний билет был на 2-м этаже, поезд вот этот Таврия. Вот, на 2-м этаже верхняя полка. Представляете? В прошлые года мы летали все время самолетами. Мы просто бываем в Крыму часто. В течение года мы приезжаем сюда на машине, на самолете осенью были. И мы знаем, как добираться. Мы сели на троллейбус и очень комфортабельно, в удобном троллейбусе доехали до Алушты. Будет ли успешным туристический сезон на полуострове, на который так рассчитывают местные жители, покажет время.